بين صوصعون غير الوحوش سقرنا خيروش سهلت لي الخات تروش أسبح بما يمون أراس يرى سراس يلا يرسخ يروش أسبح بما يمون شاش يقطيله حيخيش سولت بيلاو أنا راسي لقى سراسي يدا يسخفوش سولت بيلاو صاحبك قوي قوشو هنا تخيذ صديق مرزش بيسن يرتاح لي خروش حصول جناحيون أراس يرى سيرات يدا يسخ يبوش أسخي قجوري Привет, друзья! С вами Одинокий Джесси. Сегодня я начал с чеченской песни исполнения Алхазура Ганаева. Это старая чеченская песня. Первое исполнение исполнил ее Алхазур Ганаев,
о втором исполнении уже знаменитым чеченским певцом Мосуром Минцаевым. Как вы видите, Мосур Минцаев тоже очень знаменитый певец на весь Советский Союз, на всю Россию раньше. Он был как вот этот другой наш земляк. Но я это к чему? Я позавчера снял ролик, хотя я хотел сперва его послушал, хотел заблокировать, потому что там я не развивал темы, хотя мне было очень много чего сказать, но я очень устал от ингушской темы, поэтому я думаю, приехал с Нью-Йорка, устал с дороги. Почему-то я снял этот ролик, хотя я такие ролики обязательно блокирую, я снимаю одним дублем, и очень сложно в течение часа разговаривать и не ошибиться, там некоторые слова, там, ну, были такие, конечно, проколы, но это работает творческой, это можно, конечно, монтировать, если я монтирую, чтобы как раз 30-25 минут, 5-минутный, это я ролики для 30 минут. Я снимаю 1,5 часа, но их можно смонтировать, потом 30 минут, понятные. Даже можно доснять эпизоды, которые... Но это студийная работа, так как я не блогер и не журналист. Я просто делюсь, я посмотрел какой-то вот это, и я сразу делюсь этим. И поэтому так получилось. Конечно, тема была детская, поэтому я не стал так широко расходиться. Но вот это смысл, вот этот посыл вот этой передачи был о том, что вот это, я почему поставил вам эту песню «Дух исполнения». Вот. Это же не просто так, вот любой ингуш вот посмотрит вот эту песню, скажет, нет, это ингушская. Нет, дорогой мой, вот это есть исполнитель, есть потом в современном исполнении, есть эта песня старая, потому что также имелось в виду вот эта музыка, вот, которая в чеченском танце, они говорят, это ингушская, Ева Мальцагова, его сочинила, это ингушская. Ева Мальцагова кто? Где она училась? Где она работала? Она, наоборот, в Грозном всю свою жизнь, это Грозненская филармония, а раньше не было, филарматолог была в Грозном, и то заметно весь Советский Союз. Все эти звезды российские там прошли. Юрий Антонов, вот этот Иосиф Кобзон, еще очень много. Прошли через Грозненскую филармонию. И точно так же Ева Марсага, там, наверное, там, вот это, конечно, с чеченских, вот она, даже она, если она сочинила, значит, она оттуда, потому что эти песни же, они сейчас сочинены, это они 10 лет, они 20 лет, они 30 лет. Вот эта песня, сколько ей лет, вот этот Алхазур Ганая, сам житель города Шали, он работал в Шалинской школе номер 1, вот этот преподавателем русского и чеченского языка, и в Шалинском доме культуры, вот он сочинял пел эти песни. Это начало 1970-х годов, 73-74, он тоже там учительствовал. Это даже, может быть, конец 60-х. И вот какой-то ингушка, который увидит, это же может быть аранжировку, она может быть современная. Я вам показал на старинном чеченском инструменте дечка пандур оригинальном исполнении. И вот этот Мосур Минцаев его спел на современный лад. И точно такие же, у чеченцев же очень много вот исполнителей, вот это дечка пандур, вот это Валид Дагая, Балхаджи Дидиго. Очень, это 70-е годы, 60-е годы. Это
развито. У нас же это очень, даже десятки помидоры, но сейчас ингуши, конечно, говорят, это наш инструмент, но он наш, это спорный. Во многих народах мира оно имеется в виду, может быть, разные формы, может, разных вот этих габаритов, но он присутствует. Вот в чеченском, да. Почему именно должно быть ингушским, и почему чеченцы должны его копировать, тоже непонятно. Вот этот наивный Масяк, это был вот это мой пассаж, что я в Масяге, этих танцев. Вот многие ингуши, наверное, они в курсе, что в Чечне вот, республиканских, российского масштаба 5 танцевальных коллективов. Но самые, конечно, самые знаменитые коллективы это в войнах. Это Нохчо, Заманхо, Башлам и детский коллектив, который уже гремит на весь мир, Даймок. Только вот этот, еще там есть. А есть еще 24 районный дом культуры, вот это еще 24 таких же урсмартанской ансамбль танца. Очень много есть вот этих танцевальных коллективов. Это как, не как ингушеты, которые все ново созданы у вас. Мы не имеем к вам претензий, просто хорошо, что у вас есть своя культура, своя музыка, свои песни. И вот этот Таргим, это Рыбалахский дом культуры, я не знаю, там движение, это же видно, там и четкое движение, но дети мы сделаем, для них не будем вот это строго, вот это тоже движение, вот это видно, что это годами, это десятилетиями, это искусство оттачивается десятилетием, поэтому во войнах оно, вы если будете утверждать, вот в войнах вот это, знаете, это смешно, смешно. Вот чеченцы, я часто вижу в комментариях у гусей, они любители какой-то чеченской, вот именно чеченский танец, говорит, что это ингушский. Еще дагестанцы стараются себя приплюнуть. Но, знаете, в каждом народе есть свой танец. Вот, пример, осетинский симд, который танец девушки вот длинными рукавами, и в конце там центральная пара, парень огромными рукавами. Это танец ни с чем не перепутать. Это осетинский симд. Точно так же в Грузии есть два разных танца. Один карта-ули, свадебный танец. Его ни с ингушским, ни с чеченским, ни дагестанским, ни с осетинским. Это грузинский карта-ули, свадебный танец. Точно так же есть у чеченцев. Танец, чеченский танец он называется. Его не перепутать ни с ингушским, ни с дагестанским, ни с осетинским. Так что, мои дорогие братья ингуши, вот не надо в этот хайп ловить, вот это ловите хайп. Вот эта песня Даймох, нет, это ингушская. А как она может быть ингушской, это чеченская, она, покажите, где это ингушская. Кто поет слова на ингушском, покажите. У вас ничего нет. Нет, вот это ингушское, это ингушское. Поэтому я не знаю, как с вами общаться, что с вами говорить. Я извиняюсь, я хотя и не работаю в студию, я не слышу, что я говорю. Потому что у меня на голову надеть студийный микрофон, не микрофон, а вот это, наушники студийные. Извиняюсь. Поэтому иногда я не слышу, что я говорю. Я же вам не зачитываю текст, поэтому иногда бывают слова, хочу сказать, наши, говорю нам. Нас, вот бывают такие небольшие ошибки, я сам себя плохо слышу, поэтому, так как я закрыт, уши закрыты, чтобы очень сложно концентрироваться,
Я же с текстом они читаю. Очень редко я какой-то бывает им, и то я бросаю куда-то, потом бегаю, ищу. Ну, и вот это вот, почему я вот этой песни начал, чтобы вам показать, что это, вы можете утверждать, придумать сказочки, это, писать это, но это, вы даже вот на основе вот этой песни, вот это оригинальная песня, которую этот Алхазур Ганая поет на чеченском инструменте дечки пандур. Это раньше я никогда, я чеченский телевидение смотрел, никогда я не видел, чтобы ингуши на дечки пандур вот это валид Дагаев, да. И для вас, ингушей, и для нас, чеченцев, он был икона. Хотя он слепой был, старик сидел там, постоянно эти песни пел. И никаких возражений у вас не было. Это мы исполняем этим чеченским дечки пандур, мы исполняем все вот это Белгаджи Дедига, вот это, очень много чеченских исполнителей на этих дечки пандур. У вас просто по телевидению, я не знаю, может у вас они были где-то в колхозах, селах, я не знаю, я же не могу за вас отвечать. Просто я в целом в Чечне, Ингушетии, где я рос, вот я же очень обознательным парнем был, и я просто не видел, что по телевизору на английском языке дешки пандур то же самое в Грозненском. Вот Грозно, мы же следили с вами ингушами же раньше в составе одной республики. И вы всегда с гордостью, у нас нету тейпа, у нас только роды. И вдруг после 2000-х годов сразу у вас появились тейпы, и сразу вы начали вот, великие нации. Но это отголоски все. Я понимаю, ну пусть, да, человек, род хочет быть великим, это нет ничего плохого. Вот человек хочет свой народ немножко облагодарить, там, сдать какую-то форму, ничего страшного там нет. Но у вас масса, все у вас. Танцы ваши, музыка ваша, башня ваша, истанги ваши, ну везде вы, везде все ваше. И получается, чеченцы, вот, и потом вы это придумываете, это же не просто так говорю, а потом вы сидите и придумываете, что какие гадости про нас говорите. Это даже они народ, мы ингуши, вы чеченцы от нас вышли. Если вы такие великие, вот где ваши эти коллективы, где ваши эти исполненные вещи, я могу назвать только одну-две фамилии, я могу сотни назвать. Вот, назовите своих исполнителей. Вот Ева Мальсагова, никогда никто не слышал про эту Еву Мальсагову, только вы знаете это имя, почему-то вы это пишете. Вот такое. Так что хорошо умеете воровать чужое. Зачем вам свою восстанавливать? Зачем вам свою исполнять, когда можно у соседа, у брата взять? У нас есть, конечно, в войнах такая традиция, ничего не спрашивать, брат что-то брать. Но, извините, мы давно уже, а не братья, два отдельных народа, два отдельных республики, у каждого должна быть своя история, своя культура, и свои танцы, свои песни. Почему-то вы, вот вам лень сидеть в этом интернете и строчить газы про чеченцев, оскорблять их, все что угодно. Вот свое не хотите. Вот, конечно, легко взять, куда-то спешите, я не знаю, куда вы спешите, как будто бы конец света скоро наступит, куда-то вы спешите, а что, зачем отнять свое? Можно, у чеченцев все готово, они сотни веками все вот это структурировано, все вот это. Язык, да, чеченский-ингушский то же самое почти. Возьмем основу
чеченское, ну, взяли, ничего страшного. Нет мира от этого, не упадет. Чечня, не пропадет. Но взяли, присвоили, ничего страшного. Но надо же молчать, тряпать. Нет, чеченский язык это не ваш язык, это наша основа. Вот, в Багдадском дворе это было. Вот нечистые на руки люди. Вот сами себе даете. И вот я в культурном шоке, короче. Представляете, даже если я узнал бы вот такой, вот, да, соседи эти сумерки, как говорят, их поднять, узнать. Просто уж мы же в 21 веке живем, все в технологическом веке. Интернет, компьютер, все вот это очень взаимосвязано. Когда я с работы прихожу, что я делаю? Я ложусь на диван, включаю это ваши пасквили ингушские. И от этого, я не знаю зачем, это какой-то непорядок, наверное. И я хочу больше, сейчас каждым днем хочу узнавать про вас больше. Но это нехорошо, потому что потом я что-то скажу, это вам не нравится. Ой, что вам помешал этот парень, вот этот, который гимн исполняет. Конечно, почему? Вот зачем он одел войнавскую форму и на дечка пандур? Почему он старинные песни ингушские не поет? Почему он не поет чеченские песни? Можно выучить вот это, даже эти песни. И вот это нет, он исполняет гимны, нет, не один гимн, это сколько он гимном исполнил. И 2-3 гимна на этом, и в Москве, и Ингушетии, я не знаю, какой-то студии, это студии дикие дивизии, вот пропаганда, вот не надо заниматься пропагандой. Патриотизм, да, будь патриотом. Я помню своего младшего брата, когда в годы войны, в Грозном, 95-96 году, младший брат, 10 лет ему не было. Он любитель был на блокпост стать и Аллаху Акбар кричать против русских солдат. Это своего рода патриотизм. Они могли даже выстрелить, стрельнуть просто в него, но видишь, маленький ребенок, ну вот так это, вот это патриотизм. А то, что мирное время, нигде ничего не надо, даже свою ингушскую песню вот, ты не можешь. Вот это, и это Юсуп Алиев, вот это старинных чеченских песен он начал. Сейчас знаменит на всю Россию. Вот НТВ он участвовал, везде он участвовал в этих программах звезд. И вот что мешает талантливому парню, вот мой посыл был, я же не могу вам разжевывать все, вот как это должно быть. Я же не могу все дословно, там 2-3 часа мне надо будет с вами говорить. И я это же ограничено. Ум для чего, для человека, для чего, да, чтобы подумать, додумать, осмыслить. Я что, должен сидеть вам тут, это все вместо вас разжевывать? Вот это посыл был, вот то, что зачем это бегать с этим гимном, когда можно свой народ, свою культуру, вот именно национальных вот этих песнях, вот показать. Мне, чеченцу, даже интересно будет. Вы думаете, я все знаю про вас? Нет. Хотя считались раньше нашими братьями. Я не знаю, мне интересно. Вот эта песня Раи Эулоева, я запомнил ребенка, потому что моя мать эту песню любила. Это ингушская певица, моя мать любила по погрозскому телевидению. Еще других ингушских там много было певцов, конечно. Вот я запомнил это Раи Эулоев, что моя мать любила. И нет, она тоже имя, запомнил всем нам, чеченцам, как она, эта песня красивая, ингушская, национальном одежде, вот это. Она же там, она исполняла гимн «Дикий девиз», это же пропаганда. Какой дикий девиз? Кто знает, какие гимны были раньше? Это же профанации.
И вы вот не стесняйтесь, это по телевидению, это ваши ингушки. Это я вообще, я не знаю. Когда ничего нету, вот тогда, скорее всего, надо вот это все выдумывать, показывать, рассказывать. И все в одном порыве. Я даже не стоит, мне кажется, не стоит на вас тратить свое драгоценное время. У меня очень много проектов. Даже я хочу начать эти ичкеринские стихи, которые я ребенком написал. Вот я хочу их вот тоже прочесть. Может, польза будет от этого. Просто я боюсь, что вы оттуда будете орывать вот это имя чеченское того, что там находится чеченские поговорки, именно чеченские, потом вы же их не в курсе, много вы не знаете, а у меня они есть. И я их по ютубу там дам огласки, и все это они на второй день, и вот в ТикТоке они будут ингушскими, типа ингушская поговорки. Поэтому я не хочу эти ичкинские стихи, написано в 97 году. Не хочу, вот. Из-за того, что вы будете там оттуда красть, потом присваивать себе. Вот я не хочу, поэтому я не хочу никаких романов, ничего выпускать, если честно. И вот это. Не потому, что я же волнуюсь. Я хотелось идеального совершенства, совершенного мира, конечно. Мир очень разносторонний, даже это осетины. Когда вот это 2018 году вы вдруг возбудились на ровном месте, как они за вас топили. Это осетины. Это неправильно, это то, там нельзя вот так делать. А сложно просто одну сторону слушать, другую сторону не слушать. Вот это, вот даже поэтому я очень долго, вот сколько я роликов выпустил, думаю, почему вы так осетинничаете? Они говорят, наши, они за вас. Сперва у вас все отняли и решили благородство свое показать, за вас заступились. Вот вы поэтому благотворите их, ваши осетине. Они и вам, и нам, и другим народам, они полезны. Каждый народ, вот сосед есть, какой он бы он ни был. У нас бывают разные соседи, бывает очень много соседей. Они обязательно вот предпочтение одним давать, вот грузин, и благотворить их, я не знаю, там, надо со всеми иметь дружбу, дружить, обзавестись связями, вот танцы, вот, просто вы-то у вас узкий ум, потому что 10 книжки, скорее всего, и читали, и вот сейчас в социальных сетях растете, и весь ум, весь всего оттуда, и вам кажется, что очень чеченская культура, это очень узкая. Вот как у вас, вам кажется, так нет, дорогие мои, это, ты что, у нас разброс очень большой, масштабы очень большие. У вас вот этот Тальгим, посмотрел, думаю, мама ми, у нас в каждом районе ДК такие коллективы чеченские с тысячи песен. Вам поэты, барды, вам Ингушетия такого не снилось. Даже на Кавказ, на весь Кавказ взрыв в Чечне был, потому что очень много и филармонии способствовали этому, радио, телевидение способствовало, еще вот этот кассеты, вот это очень много бардов в Чечне. Это не потому, что я понтуюсь, я хочу вас, кого-то унизить. Нет, просто это так исторически, потому что очень всего. Просто я-то знаю, сколько песен, сколько всего сочинено, сколько вот это. И говорить, что у чеченцев ничего нет, это они красивые.
Почему-то вы не говорите это в сторону грузин, даже осетины не говорит, а вот чеченцев вы говорите. Я никогда не остановлюсь, никогда не буду уважать тех, кто не уважает меня. Оскорбляя меня, оскорбляете вы сами себя. Нахалы. И вот моя ошибка это, когда я приехал, меня спрашивали про этих ингушей, надо было сказать, что у них ничего не было, никаких преследований у них нету. Ничего у них. Я член 4 правозащитных организаций был. Вот я давал вот всю вот европейский давал интервью. Вот я там объяснил, какие притязания вот это надо было вот поставить этих мужчин на место. Тогда я 20, сколько лет, 22 лет, 23 лет, 24 лет тому назад я не знал, что вот этим они придут, приехали сюда, эту Европу, мы-то чеченцы от войн там бежали, вот наехали все эти гаденыши, и вот этот оборзели тут, раскрутились, какие высокомерные стали, и вот это пальцы веером, крутеняки. И я иногда, знаете, я сижу, думаю, вот человек, я тоже слушаю вот этих пропагандонов, вот я же ничего, я же даже ни одному вот этому не написал плохое слово. Я же смотрю, терплю и думаю, еще объявится ко мне вот наглость, это оно же есть наглость, представляете? Нам можно все, а вы не говорите против нас ничего. Это мы будем говорить все, что угодно. А если взять этот человек в лицо, смотри, вот это кто говорит? Ингуш? Вот это кто? Вот это кто? Вот это кто? Почему вы так про нас говорите? А вы найдите что-нибудь такое у чеченцев. Нет, это такое. Мы так ответные реакции, а мы просто отвечаем. Это как, мне кажется, они серьезно чему-то готовятся. Примерно я могу представить, что это будет. Да, потому что вдруг снова они подняли голову. Значит, что-то они там планируют. Но это примерно, когда слух распространился, что Рамзан Кадиров заболел, вот это им показалось, что все, скоро он вот это, и мы будем, вот какой-то придет кто-то вот это, и мы начнем свое. Вот они сейчас подняли голову. Но вам, хочу вас расстроить немножко. Есть Кадир, нет Кадира. Чеченцы там. Это чеченцы. Вы себя уже показали, кто вы такие. Ни совести, ни чести, ни достоинства, ничего у вас, оказывается, не было. Нам-то казалось, что вы 60 лет вместе жили в одной Чечен-Ингушетии. Вот этот ваш меценат Гуцериев, Владислав, как он называется? Владимир, по-моему, почему-то русское имя. Скорее всего, в годы выселения попал в детский дом. Я сперва подумал, что он осетин, потом подумал русский, потом похоже на такого грузин. Я потом подумал, а может даже ингуш или чеченец, который попал в детский дом, и почему-то он решил, что он ингуш. Даже он может быть чеченцем. Я не знаю, просто странно, он-то рассказывает. Я на днях смотрел его интервью ингушскому государственному телевидению. Так раз упомянул, что непонятно, он там учился, жил, работал. Упомянул Чечен-Ингушетию, непонятно в каком контексте.
Вот где он учился, сразу я учился в Осетии, сразу упомянул, вот понятно, что он учился. А для чего он упомянул один раз Чечению учить, тоже непонятно. Потом он упомянул Грозный, тоже как он на этой машине, там в Грозном, вот это, про технологию, про компьютер, он что-то говорил. Конечно, он, наверное, хочет очень счастливого будущего для своего рода ингушского. Но это будущее, если она будет строиться на этой лжи, на этих провокациях и на этих историках и истерике. Видите, я не слышу себя, я могу сказать слово, я имел в виду истерики. Вот поэтому у меня микрофон на моей голове студийный. Все куплено. Когда я вот микрофон купил, все купил. Когда я начну вещать эти микрофоны? Может, телефон придется покупать. Значит, микрофон шикарный. Да. Роды, австралийская фирма. Знаменитая австралийская фирма. Очень. Я один раз звонил по этому WhatsApp. Как слеза, говорят. Очень четко слышно. Это монозвук, а не стерео, а монозвук, а монозвук очень хороший бывает. Такое. Так что Гуцери про этих компьютерщиков говорят, знаете, он-то прав, он хочет для своей молодой ингушской светлого будущего. Век технологий, сейчас через 20 лет все будет компьютеризировано. Даже сейчас я по почте не получаю ни одного письма. Все в электронном виде. Вот сейчас зарплата тоже, письма приходило, не приходит, ничего. И вот мы этим идем, да, сейчас я Гимент не хожу, или как это, ратушу, как это. И получается, что вот я бы зашел и там заказывал, просто бесконтактно все идет. И вот через 20 лет, конечно, будет другое видение мира, всего другое будет. И вот он прав в этом, поэтому он хочет обучить этих ингушей компьютерным делам, там, типа создал академию. А я, знаете, что подумал? Ой, он там будет их учить благородной теле. Эти потом научатся этим технологиям. Каждый сядет, этот YouTube, это TikTok, это Instagram, Facebook, и будет они смогут сайты создать, и вот это про чеченцев фальшивую, вот эту историю, вот это, потом думаю, мама мия, они же такие же, они, один как этот, Албати Магомед, создал 7, вот YouTube, 7 у него вот этих сайтов создал, вот, они же не один, может 10 создать, и со всех сторон будет лить, конечно, нас этим они опорочат. Мы, знаете, мы очень порядочные люди, чеченцы. Свое никому не отдадим, а чужие нам и не надо. И вам нас не позорят, конечно. Стараться вы можете, старайтесь. Многие старались. И Гитлер старался, и Сталин. Казалось, очень легко. Нет, это не так легко, дорогие мои. Когда мы должны гордиться, у нас есть героическое прошлое, почему мы не должны гордиться? Если у нас третий народ России, почему мы не должны гордиться, что мы третий народ России? И почему мы должны вот что-то вот такое скажем, что у нас действительно танцевальное искусство очень. Это Махмуд Эсимбаев, чего всемирные танцы. Вы смеетесь над нами? Вам не стыдно такое говорить? У нас такое, даже в России это не было, совершенство танца, такие мастители, певцы у нас. Что поэты, что он, не всемирного, это так, очень мастители, все вот это. Если у вас один танцевальный ансамбль, у нас их 10. Если у вас одна песня, у нас их
100. И недавно этом нет ничего такого, потому что чеченцев больше вас на несколько раз. Но это же почему, я не знаю, почему нужно вот странно было бы мы осетинам придирались бы. Хотя мы тоже граничим, как вы ингуши, граничим с осетинами. Это Малая Чечня. Малая Чечня. Вот у вас репортаж, и да, на Фортанге, это провокационно, вот это сайте, э, ресурсы. Ни один чеченец не жил поймы реки, вот это Фортанга, с Фортангом жил, там вот уже. А я потом под этим написал, что ни один ингуш не жил в Седах и Малой Чечне. И сразу мне это твоя чеченская сказка, вот это. А ваши ингушские сказки, это нормально. Конечно, когда в Кавказской войне 25 лет шла война, почти все чеченские уничтожили, оставших выслали. Это земли Арсхой, те земли в Седах, чеченский Малгобек, в город Малгобек образован в 1934 году. Она не была в составе Ингушетии, это была в составе нас образованные. Это был Седахский район, и когда нас включили, образовали Малгобекскую, город Малгобек и Малгобекский район. Оно же Седахский район, как Алаштинский у вас район. Почему-то его восстановили вы. А когда вот Безуртану, не Безуртану, а Бузуртану, это ваш знаменитый поэт, писатель, в 1973 году решил, не хочу имя называть, в 1973 году решил написать жалобу от чеченцев в КПСС, Центральный комитет Коммунистической партии СССР. И вот восстановили Ингушетию он видел в таком случае. Вот пригородный район, вот сам свою фамилию, Базоркин, он хотел, Азоркинский, Галашкинский хотел восстановить. Но вот Пседах, который исторический район, там сотни лет там существовал, его не захотел, потому что он чеченский, его восстанавливать мы не будем. И вот это было странно. Вот я тогда, честное слово, я это сейчас понимаю, этой тонкости ингушской идентичности. А я раньше это не понимал, потом просто показал странно, почему-то все восстанавливать, а почему именно чеченский район не хотят восстановить. У нас тоже они восстановлены, вот этот Аянсанский район, сейчас он Ажиюртовский, но он же восстановлен в другом, вот этот Ажиюртовском, так и остался. А раньше был Аянсанский. Чеберловский тоже был район, сперва его восстановили, потом его вот это, не понятно, где село Макижой, вот это озеро Кизунаам, вот это Чеберловский район. Исторически они были Галанчевский, Чеберловский, Шаройский, Итумкалинский, Шатойский, Веденский, Ажиюртовский. Это 7 горных чеченских районов. Самый масштабный район, конечно, Веденский, там центральный, и Ажиюртовский, примыкающий в Веденском, Ажиюртовский и Шатойский. Вот 3 центральных района в советское время в Чечне-Ингушетии, вот эти 3 района было восстановлено. Вот советский хотел все, вот и Тукалинский, Галанчевский, Шаровский район ходил, советский район, сейчас Шатойский. А введено и Нажир такие были отдельными районами. Но это история чеченцев, Ичкеринский округ, вот этот, который был еще, а не забывать, на территории Чечни было много
округов. Один из них Ичкеринский, другой был Аргунский, третий был Грозненский. Очень много округов было на территории современной Чечни. Был и Ингушевский округ, Азрановский. Вот история, она, знаете, это не сегодня написано, раньше мы все учились в школах, все нам преподавали. Это же и как сегодня чат GPT посмотрел, нет, мы карты открывали, истории на уроках географии обязательно вешали карту. На уроках истории, вот с материалом, вот это не просто так я говорю, вот придумаю, сижу и придумаю. Не, это просто я в школе, я хорошо учился в школе, поэтому я так. Очень я хорошо география, история, основы право. Очень мои любимые, 3 моих любимых предмета был. Просто очень, не то что обид, просто непонятно вот это печенье высокомеритых ингушей. Кому они хотят показать? Это вообще... Кому что хотят показать, тоже непонятно. Я не говорю, что ингуши плохие. Это те, которые приехали в Европу, они для вас ингуши то же самое. Но они не хотят ингуши эти ехать, чтобы лишние деньги бедному человеку. Надо свои четки дать, дяде дать. Вот они такие. Ой, я столько этих историй знаю. Вот 20-30 лет живет один ингуш тут во Франции. Ницце. Не то, что у него 7 братьев там, ингушети. Чтобы туда не поехать к ним, чтобы им деньги, а не раздавать, ничего. Зачем? Поехал в Санкт-Петербург, зубы полечил, сразу уехал в Европу. Потом поехал в Грузию, там купил в Аджаре квартиру. Все, что угодно, кроме этой ингушети. Он не хочет. Ингушам, вот своим братьям, там, кепайки дать. Зачем? Будет квартиру покупать, будет себе косметические свои процедуры делать, все будет делать. Вот своим бедным вот это нет, сестре или тете, нет, это, вот они, вот это, я пласт этих ингушей, это же проблема для вас тоже, ингуши, они же тоже для вас будет проблема. Они же тоже, у нас нету такого, у нас нет русского мира. Я же с чеченцами общаюсь. У нас нет вот этого, вообще вот это, как с одолжением делают, общаются. Сейчас появился после мая месяца, я уехал в Америку, город Йорк, вот пропал мой дружок ингуш. Я обрадовался, что он больше не будет, и мне звонит вот это. Я просто по своей работе поставил WhatsApp. Короче, один человек хотел со мной общаться. И вот он узнал, что я установил WhatsApp. Май, июнь, июль, август, сейчас конец августа. Позавчера, как ты куда пропал? Через 5 месяцев он понял, что я пропал. Потому что какая-то проблема, наглости хватает, потом меня эти проблемы загрузит. А я сразу WhatsApp убрал с телефона. Жалко, потому что в лаптопе он загружен. Это мой новейший микрофон туда заключен. Просто если вдруг какие-то вот это блогеры меня позовут в эфир, но, к сожалению, никто не зовет. Но я не хочу даже, знаете, даже не хочу у них выступать, потому что они все миротворцы. Конечно, меня отмечают, но не хотят, потому что я буду говорить правду. Мой мать, отец, я говорил бы брату, тот сказал бы себе, я буду говорить им. Вот для них это тоже. Они же войнахи, они же братья. Вот смотри сюда.
Вы видите, Айман, это не просто Валид Дагай Валид. Вот это всю жизнь он там, все ваших отцы, ваши деды, вот это, под этой музыкой Валид Дагаев. И вы, нет, это мы ингуши, мы это наша ингушская. Жалко, конечно, ваш, честное слово, жалко. Вам никак не помочь осознать человек, если он ошибается, да, он может идти по ложному пути. Кто-то, вот я сколько раз своим знакомым очень грамотный совет, умный совет. Не то, что подхалимствовать и говорить приятному человеку. Вот отрезвляешь, вот это голос отрезвления у вас, Игуш. Это у вас непорядки. Если вы думаете, это норма, то вы ошибаетесь. Вы это не непорядки, поэтому я постоянно что-то, я тысячу могу, вот я не знаю, я не могу, если какой-то был отклик, какой-то вот это, я, конечно, может быть, действительно ушел бы с работы и занимался бы с вот эти видео, и вам кажется, очень сложно меня поймать, понять, ничего, а не сложно. Просто я такой, у меня мозг так устроен, что я даю человеку, вот почему я должен полностью разжевывать вам, тоже непонятно. А для чего у вас голова на плече? Вот это. Если вы не в курсе этих событий, зачем вы вот на этот сайт заходите, зачем вы это видео смотрите? Или вот мне удивляет, вот, что он сделал, а что он, вот этот Танзил Чаби, это, я снял, это, не знаю, сколько месяцев тому назад, это 2 ролика, третий я заблокировал, жалко, что я заблокировал, надо было ставить, ну, вот это, Руслана Зуртана буду снимать, я не буду блокировать. Все, что есть, я скажу. И вот это до сих пор меня хотят пристыдить, что она женщина. Какая женщина? Я не вижу женщин, я вижу пропагандиста. Это бедного, это богатого человека так захмурили эти. Это Султыговы. Вот он, миссия, башня восстановить ингушей, это меценат. Я бы на месте него не стал бы это делать, если честно. А потом благодарность не будет, как нам, чеченцам, тянули этих ингушей 60 лет. Какая благодарность? Даже эти чеченцы ингушеты, такой... Мы жили раньше, Осетии, пригородный район, город Владикавказ. А почему вы жили, мы там с Осетией, наверное, там лет 10 вы не прожили. Они вас вышвырнули. А с нами вы жили 60 лет, и ничего у вас нет светлого, чтобы вспомнить, да? Сколько этих русских женщин, мужиков там в интернете, сколько хорошего обра нам пишут, сколько фотографий они туда кладут. Всегда с теплотой вспоминают это, говорю, они нас, чеченцев, свой город, где они родились. И я не знаю, быть как одно единое целое мы жили там. Нас, эти русские, наоборот, вам казалось, вас вот это, да, может быть, действительно, Азран туда помощь, да, они доходили, может быть, вот кто жил в Аргуне, Грозном, Гудермесе, они жили очень шикарно. Русские жили в Гудермесе, Аргуне. Вот ингуши специфически, наверное, только в столице живет. В Грозном проживало вас не один, а не 100 и не 1000 был, там десятки тысяч проживало. Что-то должно же быть. Какой-то ролик, я сижу с 2010-2009 года, вот я не вижу, что какой-то ингуш снял светлый ролик про свою родину. Вот этот Гуцея тоже. Он-то родился
А, он сказал, по-моему, он сказал, что родился в Чечне, Ингушетии. По-моему, такое сказала. Вот что-то... Вот Чечню тоже мы такое восстановить в Баши. Вот какой-то вот это восстанавливать Чечню. Ты же там родился в этой стране. Ты же там учился, ты там же люди выбился. Сразу и в Москву ты даже, если ты сам из Азрани поехал в Москву в советское время, когда ты сказал, что ты из Чечени-Ингушетии, тебе двери были открыты, это Российской Федерации, это потому что там русское, очень русское население, когда наши чеченцы вас еще выслали, это же в течение 13 лет, это было Грозное область, столько русские там жили, поэтому Грозный вот это, они очень особое отношение. Нефтяной институт был только в Грозном Советском Союзе. И сейчас он технический, по-моему, университет имени Леончикова. И поэтому вам, ингушам, вы много, почти все ингуши заканчивали узы, там, не знаю, университет, академия. Это не потому, что вы ингуши, а потому, что вы были жителем Чечни, Ингушетии. Это особые отношения было, просто вы не знаете, просто я это знаю, потому что я родился в семье, и моя бабушка была депутатом Верховного Совета Чечен-Ингушской ССР. И я ребенком жил с ней очень много, хотя это тогда это мутно напоминал. Сейчас я это все вспоминаю, она очень много рассказывала. И было особое отношение именно Чечен-Ингушетии. Но это не потому, что мы чеченцы хорошие или вы ингуши хорошие, потому что это русские вот так решили. Русским этот город нравился. Очень много там, представляете, 180 предприятий было. Это очень много. 180 предприятий было. 4 нефтяных перерабатывающих завод. 4 нефтяных перерабатывающих завод. Весь заводской район, город Грозный был нефтеперерабатывающий завод. И масштаб это войны Красный Молот, танки, которые строили, делали там. Очень было радио, заводы, радиотехники на весь Советский Союз, радио. Наши очень много чеченских, Чечен-Ингушетии радио. Даже у нас введено был не мебельная фабрика, мебельная тоже был, 30 стран они, паркет, а был еще швейная фабрика. Веденская швейная фабрика для всего Советского Союза, нижнее белье, вот эти вещи, которые сорочки, очнушки, ну такие, они замысловатые вещи, которые майки, вот такие вещи они шили, по-моему, какие-то семейные трусы. Я не знаю, вот, там 200-300 машин, 200, по-моему, швейных машин было. Это значит, там 3 смены работали днем и ночью. Даже в таком маленьком Ведено, село, можно сказать, и то там вот масштаб был международный и всесоюзный. Масштаб был всесоюзный, потом паркет, я знаю, что Веденский паркет, там же вокруг Золотой фонд Советского Союза, красный бук, дерево, красное дерево, бук был заселен, мой отец и мать тоже там. Они говорят, когда мой отец женился на моей матери, конец 50-х, там еще такие 60-е годы, и вот они молодыми вот эти туда работали лесхозы, они сажали этот бук, сажали деревья вот в горах Витебских гор. Это был золотой запас Советского Союза, красное дерево. 500 тысяч 500 тысяч тонн, гектар, я не знаю сколько, очень большой масштаб, потому что все горы были. А сейчас вообще 30 лет мы оттуда деревья не трогаюсь, там густые заросли, страшно даже туда зайти. Тоже большие, очень большие деньги.
очень большие деньги, красное дерево, мебель. Сколько там можно денег сделать, паркет. Там миллиарды долларов можно каждый год делать. Но это запас Советского Союза, это так и остался едино. Вот так он лес вот этот. Весь окружающий лес в горах Беденского района, это уже красное дерево. Ну, такое небольшие экскурсии. Почему вот я, знаете, вы просто не можете представить, что я знаю все. То, что в Ингушетии у вас, что в Чечне. Все. Мы знаем все. Так что вы не пытайтесь нас чем-то унизить, чем-то оскорбить. От того, что вы напишете, это ваше, специально, наверное, скажете, провокатор это пишет, чтобы испортить кому-то, какому-то чеченцу настроение. От этого у вас что у вас прибавится? Деньги, мужество, честь и достоинство. Нет, от этого вас. Вы были никчемным человеком, таким человеком и останетесь. Мне очень жаль вас, потому что наш родственники, родственный народ, вам плохо, нам плохо, вам плохо. Кроме нас, есть и другие соседи, хорошие, нехорошие, но брат это есть брат. Вам кажется, что я вас не люблю, но я в сердцах говорю это, но в моей глубине души, конечно, но если это вот не остановить, конечно, это далеко пойдет. Какой-то пласт ингушей, который своих ингушей ненавидит бедняков, они же не любят бедняков и считают ниже себя, и чеченцы вот такого, вот это их надо, этих не пару их там уже каждым годом, каждым днем их добавляется, вот этих приструнить, конечно. Оригинал, очень много оригинал, я не знаю, куда смотрят правоохранительные органы Ингушетии. Сегодня они враги чеченцев, завтра они враги ваших ингушей. Вас 92-й год мы уже знаем, чем это окончилось. Они пользу вас. Так что я бы посоветовал бы немножко, знаете, хотя бы их имена где-то записывать. Смотри, как я же тоже их поименно могу назвать этих провокаторов. Почему вы, тем более у России сейчас такие сроки законы, такие вещи человек делает, пишет, можно заблокировать, можно это, можно просто провести профилактическую беседу. Я не говорю, нужно сажать человека в тюрьму за глупые разговоры в интернете. Не стоит судьбы человеческие рушить. Но просто человек, если не раз сказал, два, надо проводить беседы. Иначе они думают, безнаказанно, знаете, как комар. Вот один раз тебя укусил, и оно выпил твою каплю крови, и вот она как сумасшедшая, потом бросает на тебя, как вот этот. Еле можешь ее отогнать, ночью ты спишь, не отогнать никак. Вот точно так же, вот когда человек чувствует, что безнаказанность, он будет дальше делать свои некрасивые дела. Так что просто нужно знать, что есть границы. Всему. Мы чеченцы всегда ходили поднять голову. Вам, знаете, нас они пристыдят, нам ярлыки вы зря повесили. Это вы себе показывать свое достоинство. Вот я тоже, они убирают. Раньше, когда что-то плохое писали, никто в защиту меня не писал. А сейчас я знаю, что заступается за меня. Кто бы я ни был, я плохо говорю, неплохо, но человек здесь, они сидит, они смеются и не злорадствуют. Я стараюсь какую-то пользу принести. Это и для вас, ингуши.
Потому что вы, как я раньше находился в таком, понять, что у всех ингушей нет, у вас тоже очень нехорошие люди. Эти люди в любом национальности, если их не поставить на место, если им давать площадь, если вас тоже нахлопать в ладоши, этих людей растают монстры. Потом они позже, что они своим старики, они все, то безглазые, я не знаю, монголоидные, я не знаю, какие они расы. И вот когда вот скажешь нельзя, потому что почти не старики. Почему человек, не зная свой возраст, я не знаю, как может так вести себя. Я надеюсь, не знаю, вот чеченцы, да, я уже понял, что есть порядочные люди. Вот ни одного порядочного ингуша до сих пор. Вот и сколько я видео снимаю, еще не буду постоянно снимать, но буду снимать чуть-чуть посниму. У меня очень много тем, я их не могу всех раскрывать, вот это. И вот это было про эти пропаганду или патриотизм. Я же, они режиссеры, они журналисты. Вот и примерно я показал вот ингушский, чеченский, грузинский, даже индийский гимн, вот сравнение, где пропаганда, где патриотизм. И а что, я же должен часами вам сидеть, объяснять, что так нельзя. Лучше бы этот парень спел бы ингушскую старинную песню, я бы спасибо ему сказал. А нет, он поет гимн, где 18 раз повторяет слово ингуш. Это мы, чеченцы, понятно. Представляю, другой, который слушает, не понятно. Алгачи, галачи, галачи, галачи. Я хила галачи, да, именно. Что вам пожелать? Живите долго. Мы же не против этого. Мы же раньше об этом они говорили. С вами не имели никаких дел. И сейчас не хотим иметь с вами. Просто вы просто не оставляете покой, потому что я понял, почему вы так делаете, потому что, чтобы себя авторитет сделать. И я случайно в одном осетинском вот этом стриме, какой-то ингуш выступает, там, не знаю, он, это они ингуши, а скорее всего Северной Осетии ингуш, и какой-то у них два этих осетина, они это ингушский какой-то, по-моему, из Осетии, ингушский стрим. И вот там они говорят, и вот этот спрашивают, как ты думаешь, у кого вот это, у мужей или Осетии, вот, Яне, вот это. А этот говорит, да, это теперь у мужчин. Раньше про мужчин никто не знал, никто вот это, не было простор. А сейчас вот, когда вот это 2018, как я начал, как про них начали все говорить, как возбудились вот все эти окружающие люди, вот они специально сразу воспользовались моментом, чтобы всему миру там про себя, ну, как правда, такого рекламы там внутри России, то вот эти, это как это, демократическое, вот это что-то такое, это ради свободы, вот это, ну, такая, конечно, местечковая все вот это. Но все равно вот показали себя, типа, странно, если на площади бегать, как сумасшедший, это что, это геройство? У чеченцев это не так. Чеченцы 25 лет против царской России, только 11, имам Шамилем. А до этого был Ушурма, Узун Хаджи, очень много вот это полководцев, которые тоже вели кавказские войны. Две чеченские войны чего стоит. А вообще это очень просто. Сказать, что чеченцы плохие, и мы в инфопросторе вот повод говорить про мужчин. А нельзя по-другому. Вот такие дела наши.
злободневные. Я просто думаю, что все будет хорошо, надеюсь на это, как все порядочные люди. Но нам, в нашем кавказском доме, хотелось бы мира, спокойствия, добра. Вот мне нравится карачаевцы, балкарцы, адыги, кабардинцы, черкес, осетин, ингуш, чеченцы, дагестанские народы. Их много, их не всех не перечислить. Их там 30 народов, но там лезгины, даргинцы, отметились, кумыки. Акинцы это наши, чеченцы, там смысла нет, говорит акинцы. Это вы так придумываете, чтобы сказать, что это они чеченцы. И грузины, а что там, абхазы. Мы все армяне, азербайджанцы, аджарцы. Все мои кавказские народы. И русские тоже кавказский народ. А они же тоже живут на Кавказе. Их очень много. Это один из крупнейших народов Кавказа, получается. Потом азербайджанцы идут, потом грузины, армяне и чеченцы идут. Потому что русские тоже много. Если взять Кавказский регион, то даже хоть Ставропольский край, кусок Краснодарского края, Краснодарский край. Это еще большой регион. Ну так, дружная семья народу. Конечно, войнахский народ это особая тема. Это, оно в последнее время провокаторами, проходимцами, немножко запачканным грязью. Ох, пора мне уже идти ко сну, мне кажется. Давайте. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем добрым людям.